Когда ты поняла, что любишь Виктора? Я не скажу, что я влюбчивый человек. И с Витей у меня вообще впервые в жизни появилось такое острое желание сказать человеку, что я его люблю, и за такой короткий срок. Я поняла это, примерно на нашу, не знаю, 4-5 встречу. Дело в том, что мы, когда начали встречаться, был карантин, и у многих было много свободного времени, и мы с Витей проводили наши первые встречи, они были долгими. То есть мы могли сидеть и общаться очень долго о чем-то там, и в общей компании, и без. Вот. И когда вот мы без общей компании, наедине друг с другом уже где-то там, не знаю, 3-ю, 4-ю, 5-ю встречу проводили, то я поняла, что это не просто симпатия, это какая-то, не знаю, кульминация, квинтэссенция всех чувств. Я поняла, что это любовь. Блин, я сейчас, знаете, не могу понять, когда я поняла это. А сразу она поняла. Ну, наверное, вот в Корее, да. В Корее поняла, что люблю, да. До этого прям сильная симпатия была, прям сильная. Бывает же вот бабочки в животе, влюбленность, вот. Влюбленность была такая. А в Корее уж такая люблю прям вообще основательно. Вот прям взяла и печать поставила вот так вот, договор. Так, люблю, вот так, Forever. да. Forever and ever. Вот, тогда я поняла. Ну, я, конечно, первая призналась ему, там, буквально через неделю после нашего знакомства, да. Вот, а потом с нами кое-что случилось, такое не очень хорошее. Там, условно, был конфликт кое-какой. Очень серьезный конфликт случился, не между нами. В целом история. В целом, да. Типа, нет, все, мы расстаемся. Он потом меня остановил, он мне все это время припоминает этот случай. Типа, я сказала все навсегда, и на следующий день я сказала, мы расстаемся. И вот когда вот все это произошло, я поняла, что я действительно его люблю, потому что, несмотря на все вот это вот ужасное, что происходило тогда, мы все равно справились, и то, что я, наверное, без него. В смысле ты справился? Мы с тобой ты там такая, все, мы расстаемся. Ну потом Я же, выровнял ситуацию. Ну ты выровнял, Ну. да, за что я тебе очень сильно благодарна. Да. Это вот то, что к предыдущему вопросу. Но вот именно в тот момент, в переломный момент, я поняла, что я его люблю. Менде то же самое. Басында симпатия болды, бауыр басу болды. Одан кейін уже жақсы көретінімді, менің адам екенімді түсіндім. Басында ма? Басында иә. Басының ортасында. Жақсы көресің. Иә, әлің үшін жақсы Шынымен? көресің. Иә да? О, это, кстати, интересный вопрос, потому что ты мне говорила, что ты веришь в любовь с первого взгляда, Да. и что ты типа увидел, сразу влюбился. И у меня другое мнение, потому что для меня любовь это такое что-то более сложное. И, наверное, я полюбила тебя где-то месяца через 3-4, как мы начали встречаться. Вот как раз в поездке в Стамбул, наша первая поездка, мы тогда первый раз друг другу признались в любви Да. на крыше. Да. И еще у меня есть дома картинка такая с тем, как были расположены звезды в этот под день. момент. Да. Ну, может быть, я поняла раньше, что люблю тебя, а тут мы смогли уже сказать. 4 жыл бұрын біз таныстығымыз енді басталған кезде біз кәдімгі 1-2 ай күшті бір дос болып, достығына қаратай бірден махаббат құлазған сияқты көрінді маған. Бірақ одан кейін мен проектке кеттім, Асик өзінің жұмыстарымен. И будто маған сезім жоқ сияқты болып кетті да. И одан кейін мен ойладым, значит, мен адам емес, деп мен де қырсықтым да, мен де кетіп қалдым. Бір сондай периодтар болды. Одан кейін айтамын, бізде түсініксіз болды. Осы жақсы көрдім, все болды. Асик мен адамым деген осы жазда болды, иә. Мен Дубайда жүрдім. Дубайдан келген кезде күтіп алдық гүлмен. И вот сол кезде, да, он мой человек деп. Оказывается, 3 жыл бойы құрып жүрмеппін. Мы вот начали встречаться, уже прошло недели 2-3, наверное, может месяц, да, грубо говоря. Общались по телефону ночью, помнишь? Я тебе сказала, типа, блин, по идее, я тебя люблю как человека, помнишь? Нет, блин, по идее... сказала ты? Не, я сказала, блин, по идее, я тебя люблю как человека. Люблю, такая пауза. Как Как человека. И мы такие, ха. Да, ты помнишь? Да.
И вот на тот Я говорю, момент я тебя тоже люблю. Как человек. человек. Это был такой милый момент. Яркин что-то рассказывал или говорил мне там о своих чувствах, что ли, переживаниях, не помню. И вот мне хотелось прямо это сказать. Да, не могла задержать себя. Да, а потом вот я поняла то, что я люблю и не могу, оказывается, без него, хотя на тот момент я такая, ну, блин, ну, примерно месяц, может, чуть больше назад его вообще не было, как бы, а сейчас я не могу, ну, типа, как это вообще понять? Мы тогда с тобой чуть поссорились, и ты отвез меня домой, и такой, типа, все. Да? Что-то такое было. Типа, может быть. Я на тот момент очень испугалась, подумала, блин, очень обидно будет, если я потеряю. И вот. Такого красавчика. И тогда я поняла, что я люблю с каждым разом. Оказывается, это правда то, что ты начинаешь любить сильнее человека с каждым разом, с каждым годом, с каждым каким-то событием. Спасибо. точно бір момент айта алмайды екенмін мен сол кезде жақсы көремін ау деп. Жаңағы айтып отырмын ғой, мен алғаш көргеннен бастап, мне кажется, маған сол кезде уже маған ұнады, былай адам ретінде, сырт келбеті. Мне кажется, анау бір мен сырт келбетіне қарамаймын деген ол өтірік әңгіме. Любой қыз сырт келбетіне қарайды. И сонда алғаш көргенде маған сырт келбеті ұнады. Сондай прям ерекше, сондай ой болды. Сол кезден бастап ол жаңағы сол сезім, мен ойланамын ғой қазір. Сол кезден бастап сол сезім былай жаңағы менде жинала берген ғой. Сосын жаңағы біз алысқа кеттік, ол кезде одан кейін ол кісі маған сезімін айта бастады, соны ойлана бастайсың. Одан жаңағы сөйтіп саған ән арнаны деп айтқан кезде бір толқын болады, жаңағы сезім бүйтіп. Мне кажется, былай ұлғая беретін зат сияқты да. И мысалға менде де дәл сондай, мысалға қазіргі күннің өзінде мысалға ол сезімнің былай неше түрлі жағынан көресің, 3D сияқты мына жағын көресің, мына жағын көресің. Бір нәрсеге қуанамын, осылай өтіп жатқан жылдар біздің арамыздағы сезімді былай что жақсы дәм тұз болып солай өшірмей, наоборот былай өсіріп жатқандығы, сол нәрсеге мен қатты былай қуанамын. Что былай бәрі бізде былай бүйтіп күшті емес, біздің махаббатымызда кейде бір-бірімізге ренжиміз, кейде бір-бірімізді жаңағы Өмір ғой. иә, сол заттар былай махаббатымызды өшірмей жатыр да, главное, что былай как отқа май сепкен секілді былай өсіріп жатқандығы мені қуантады. Ну, наверное, когда мы встретились первый раз. Да, когда мы встретились первый раз. Когда я скинул тебе свой плейлист. Нет, это была влюбленность. Я тогда подумала, вау, круто. Но подумала, не может быть. Слишком все идеально. А когда встретила тебя, сказала, да, люблю. Мы повстречались, когда мы были совсем детьми, можно сказать. Мне 17, тебе 18 лет. Это первые серьезные отношения, первая любовь. И у нас были супер токсично-абьюзивные отношения. Ты за меня. Он запрещал мне не ходи туда, не здоровайся щечку с этими. Я растеряла всех своих друзей-мальчиков. Что-то мне еще. Иди переоденься, короткое не носи, в клуб не ходи, не кури. Как клуб? Я тебе не говорю, в клуб не ходи, тебя и так не пускали никуда. Ну, я когда находила в этом потайные сильно эти, был да. благодарен твоему дяде. А в целом, да, это моя ужасная тупая ревность, неуверенность в себе. Это было ужасно. Короче, ужасно друг друга ревновали. Нет, я больше ревновал. Ты так сильно не... ВКонтакте друг у друга сообщения читали. Это, короче, было супер ужасно и как не надо. Это вот действительно методичка, как не стоит делать. Но, тем не менее, я очень рада, что мы вместе выросли в отношениях. Сейчас абсолютно не так. И как я поняла, что я тебя люблю, это тоже было в момент расставаний. Ты когда имеешь, не ценишь, а когда все расстаешься, еще я чуть-чуть пренебрегала, думаешь, все, расстались, он вернется там, через месяц, там, прибежит, еще что-то. И один раз мы на 7 месяцев расстались. Я такая, блин. Тяжело было? Было хреново. Очень тяжело было. Я еще первые месяцы сама за ним бегала, типа, в универе же видимся, видишь его плохо, напишешь, на свидание с ним сходишь, но вы все-таки не в отношениях. А потом я забила, летом уехала в Актюбинск. Это был 7-й месяц уже. В августе он мне звонит в воскресенье в 9 утра. Это вот летние каникулы. Я испугалась, думала, что-то случилось, беру трубку. Говорит, мне приснился сон, что у тебя появился другой. Мне приснился сон, он был ужасный. В сентябре я вернулась в Алматы,
Месяц его помариновала. Блин, Помучила? самое тяжело было, знаешь, что? А. Я, короче, вот тебе позвонил, уже думал, все, с ума сходить начал опять. Сентябрь, все эти собрались, это первый день, типа, это, когда в университете идут, и вот это возле юрфака, вот эта площадь маленькая. Ты стоишь наверху, я внизу, и я к тебе иду. Я тебя увидел, я еще пришли мы раньше всех. Тебя ищу глазами, тебя увидел, и к тебе иду. Я вижу, что ты растерянная. И я к тебе подхожу, еще долго так шел, как будто в слоумо. И подхожу к тебе такая, я на пару, и уходишь. И думаю, блин, капец неприятно. Больно было, она ушла, я такой... И Это была моя месть. я быстро назад вернулся. Кем-то такие, что, типа, обосрался? Обосрался. Тяжело было. Помирились мы, когда пошли в бар, в клуб. Тогда мы помирились. Разъехались по домам. И уже поняли, что мы помирились. Потом еще встретились, поговорили. Вот, короче, мы за время отношений много-много раз расставались, но это была самая длительная разлука. Самое болезненное, да, было. И всегда... В каких случаях? Когда я попала в больницу, и ты вот с такими глазами прибежал, с цветами, заплаканный, там экстренная операция у меня была. Очередное землетрясение в Алматы, и он тебе звонит, ты где, что, где забрать. А мы с тобой тоже один раз поругались. Тупой, блин, взял, поехал на поезде. Поезд были только плацкарты, я резко решил поехать тебе. В Актюбинск. В Актюбинск. Двое суток в плацкарте, можно было на самолете типа, за 2 часа долететь, и все, дебил. Еще 1,5 часа. В обратную сторону еще тоже взял на плацкарте. Тоже 2 часа, ой, двое суток. Но для меня это тоже был подвиг, и мы помирились. Мы тогда типа на месяц-два расставались. Тоже лето, мы, блин, каждое лето ругались, часто расставались. Но вот в целом наши отношения, это очень токсичные, и вот эти первые 3-4 года ужасно токсичные были. Я вспоминаю, как я себя вел, зачем я себя так вел, я себе объяснений не нахожу. Потому что потом, знаешь, что хуже всего, когда ты видишь уже женатых людей, которые себя так ведут, думаешь, почему ты не перерос этот момент? В каком возрасте тебе должно прийти осознание, что ты ебанутый? Почему ты дальше себя так ведешь? Почему же твоя женщина этого должна заслуживать? Почему ты так вот ограждаешь ее вот этими? Не нам судить, да? Да. Не ведите себя так. Те, кто младше будете там встречаться, поймите, что вот эта ревность изнутри из тебя исходит. Вот эти токсичные моменты, абьюзивные. Лучше признать, что ты абьюзер. И все. Это опять же глубоко в психологию уходит, это уходит в Да семью. нет, это на поверхности Нет, лежит. в семью, это комплексы и так Еще далее. от девушки зависит, которая будет постоянно его слушаться, да, вот там чуть ли не покрыться. Нет. Нет, ну это вот именно, я Она- говорю, это в семью, в Ну вот это, ценности если уходит. женщина не может еще донести ему тоже, что он тронутый, это бесполезно будет, его ничего Короче, не изменит. девчонки, не терпите такое. Да, Не факт, что он бегите перерастет, от и таких. потом у вас будут нормальные отношения. Лучше от таких бежать. Тебе тоже надо было бежать. Я все навернулся к тебе. Но я убежала в Астану, он за мной приехал, видите? Ну Но я тогда вот я это- уже успокоился. Вот это очень ценила, то, что ты ко мне в Актюбинск в жару до плацкарте приехал. Студенческий подвиг. Ну, я первый раз признался, мы когда к ним поехали на дачу. Ну, я русский, я хожу в баню такой. Поэтому, И на даче да, на дачу. ездит. Мы стояли там во дворе, было звездное небо, лето, такой класс. Я подошел и признался тебе в любви. Красиво луна светила, Да. романтично было. И в тот момент я даже переосилила себя и сказала, я тоже люблю. Но это не было не потому, что я не была уверена, просто как будто для меня это было слишком быстро, и мои внутренние часы в голове такие, блин, ну такого не может быть, вы знакомы там, ну, близко. Нет, сколько мы знакомы были тогда? Где-то недели 2, ну, от силы, да? Я такая, вау, это слишком быстро, почему ты так говоришь? Но я такая, нет, саму себя успокоила и тоже ответно призналась Вите в любви. Ну, да, тогда же. Ну, в принципе, Когда у нас это чуть было, все не закончилось. это было испытание, грубо говоря. Причем чувств. сразу, вы представляете, мы неделю встречаемся, и тут бац, и такая вот ситуация. Это было конфликт. испытание чувств. Тогда нужно было там, принять решение, принять для себя, там, понять, разобраться. И вот тогда я и понял. Сразу түсіндім ғой. Кездестік, душевно әңгіме айттық, сразу түсіндім жақсы көретінімді. Жақсы көретін деген симпатия, жаңа ұнап тұрған андай. Ұнап тұрады болады ғой, бір жақсы көріп тұрасың, сондай болып тұрды. И уже үйге барғаннан кейін ойландым, қалай үйленсем болады, не істесем болады, қалай әрекетті қалай жасайды, жалпы үйлену үшін не істеймін деген сияқты ойландым. Содан кейін жаймен сол кезден бастап уже қалай жақсы көретінімді түсіндім, келін болғанын қалай түсіндім, сразу жіберген жоқпын дейді. Ұстап алдым, қасымда тұр, қарасам
Ну, тоже первый месяц, наверное. Вот, то есть такая была тоже влюбленность. Я не мог вообще понять, что происходит. То есть я настолько втюрился в нее, такое древнее слово, да, что когда мы ехали впервые на свидание, я так тупил, я, короче, по встречке ехал по односторонней дороге. Помнишь, Вообще да? странно. Он же еще автоблогер. Я такая сижу в машине, думаю, ну, автоблогер, человек, который разбирается в машинах, по-любому знает от и до. Едем, и красный горит. Мы так, есть же стоп-линия. Я говорю, красный. Он такой, да. И стоп-линию. Вот так вот. Пешеход едет, пешеход такой проходит, и мы едем чуть не так вот. Пешеход такой, what? Мы проехали, а потом односторонний на мира поворачиваем. Я говорю, это одностороннее. Я такой, точно вот так. Я еще еду и периодически смотрю на нее. То есть это точно им с Юфрейм. То есть я не верил своим глазам. Ну, кстати, вот он говорит, да, это Аим с Юфрейм. Я вообще не чувствовал. Вот когда бывает же, да, ты сидишь с человеком. Вот сидишь с человеком и думаешь, он, наверное, со мной общается, или вот он в целом со мной сейчас сидит, потому что я там Аим, Зифрейм, и как бы дает мне вот это чувство важности. Кстати, это я вот максимально старался. Он даже со мной не фоткался. Я вообще не фоткался. Ни разу. Она просила, то есть я просто знаю и понимаю, да, что люди, которые условно имеют известность, и к таким людям, наверное, повышенное внимание, и где-то многие, наверное, преследуют какие-то там корыстные цели, да. Я максимально хотел, чтобы она этого не ощущала, и, то есть я дал понять, что это не для этого, и чтобы ей было комфортно. Я однажды в одном посте ее, где мы вместе в комментариях написал подписчик, который смог, и там, помнишь, 1 миллион лайков было. Реально подписчик, который смог. Но я рада, что он не показал мне вот это, знаете, это, возможно, меня отпугнуло бы. Если бы он такой, знаешь, жалмандап такой, давай фотку сделаем там. Я бы сразу такая, ага. Или вот ты же говоришь, ты ехал за рулем и такой подглядывал, смотрел, типа, это Аим, а я такого почему-то не ощущала. Нет, даже не то, что вот этот статус, да, так скажем, Аим из типа, да, то, что это она картинки, та самая, да. что потому что я за ней наблюдал достаточно долгое время. Я говорю, у меня даже в голове не было, я даже не мыслил, не думал, что мы как-то могли бы быть вместе. И это на самом деле меня в тот вечер, так вот. Да, ну, в общем, он переживал, и мы там, короче, кое-как доехали до этой афиши, 100 штрафов пособирали, наверное. Но еще больше у меня любовь все-таки раскрылась к тебе после рождения Томоси. Прям уже такая любовь, знаешь, прям я почувствовала, все, мы уже отдельное сообщество, мы семья, настрой человек. И прям такое... Что-то очень супер другое было, такое теплое, это уже не вот это, да, в молодоженах, хихаха, ответственность такая вот прям классная. Это крутое ощущение все-таки. Поэтому пара, у кого пока еще нет ребенка, и вы в будущем планируете, хотите, всем желаю этого прекрасного чувства, потому что этот момент прям сильно сплочает. Конечно, первый год, возможно, там послеродовая депрессия, вот эти моменты, если все игнорировать, в целом, капец, это очень сильно укрепляет брак, и это круто. Мужикам самое главное — взаимопонимание с жен, поддержать их в этот момент нелегкий. Адам шагу — это реально қиын нәрсе. После каждой встречи, а мы всегда фоткались с тобой, каждая встреча, пару фотографий минимум, и ты пока до дома едешь, пересматриваешь. Думаешь, классно. Перечитываешь сообщения, у нас тогда не было этих мессенджеров, в обычных сообщениях переписывались. Перечитываешь, где друг другу что-то признались, что-то сказали, я вспоминаю, потом мы по телефону говорим, понял, что тебя люблю, когда, наверное, что не можешь проводить вместе, уже в разлуке, какое-то время тебе нужно побыть с ней. И я помню, что я признался тебе вживую об этом, а ты написала это. Я даже ехал, я помню, это было 6 вечера, это было по Тимирязеву, я проезжал Байзаково. Мне ты написала, я тебя люблю. Вот там, вот эти вот чувства потом долго-долго не покидали, пока мы не расстались с тобой. Вот это то, что внутри, как бабочки. Вот мы встретились в аэропорту, и мы ехали в город. Ой, это ужасная история. Мы ехали в город, я такой за рулем еду, и мы о чем-то говорим, и ты такая просто, ладонь на лицо, и я такой, что происходит? И ты такая, я тебя трогаю, я такой, я понимаю. И в этот момент было немного как-то странно, но что-то... Ты влюбился из-за этого? Ну нет, наверное, я не знаю, но было странно, я такой, у нас чуть странненькое, но интересно.
что это? И вот в этот момент что-то, возможно, ёкнуло, но я, правда, очень сильно удивился. Я вообще такой человек не тактильный, мне очень тяжело кого-то трогать, и вообще я человек же закрытый, интроверт, а ты для меня оказался такой человек-фестиваль, такой супер экстравертный, и он сразу полез обниматься, и, ну, как бы потрогать, и я такая, типа, не трогай меня, пожалуйста. И вот, в общем, для того, чтобы немножко привыкнуть друг к другу, мне надо было просто не в лоб это сделать, Да. а просто... ну, Просто в дороге это было очень странно, просто такой как будто мини-шапалах по лбу. Вот. Ты влюбился из-за шапалак. Да, я влюбился, кстати, из-за Это был шапалаха. шапалак любви. Название какого-то фильма, да? анда миыңда өзі сондай не бір тимей қалатын кездер болады андай жақсы көремін жоқ ой вроде жақсы көрмеймін деп вроде жақсы көремін андай басында сондай болып жүрді бас жағында ше содан кейін бір сөйлеспей кетеміз бір сөйлесіп кетеміз сол үшін ғой ол бір сөйлесеміз бір сөйлеспейміз андай өзімді өзім алдап жүрдім да мен жақсы көрмеймін деп өзімді өзім алдап жүрдім но оказывается жақсы көреді екенмін менің ойымша екеуміздің де қоршаған орта дей ма жаңағы өзіміздің араласатын адамдар көбісі қарсы болған сияқты менің ойымша сен сол үшін кішкене деп аяқтап жүрдің ол үшін емес па ол сенің ойыңша иә менің ойымша солай өйткені қазіргі таңда да көп достары екеумізге андай деп қарайды ол енді өзінің ойы иә өзімнің ойларым менің ойымша солай сияқты білмеймін а потом сен уже түсінген сияқтысың все уже да менің адамым. Я же говорю, когда я первый раз просто тебя увидел, тогда уже было какое-то чувство, ну непонятное, какое-то новое. Как будто что-то есть вот сразу с первого, ты даже не знаешь человека, просто на расстоянии увидел, а потом мы начали общаться и так далее, потом начали встречаться, и ну вот как начали встречаться, я понял, что я люблю через, наверное, недели 2-3 также. Да. Ну вначале же такая она влюбленность. Да. Прям все внутри так полыхает, там бабочки в животе. Да, тянет к друг другу 24/7 вместе. Да, а потом начинаешь на расстоянии как-то переживать, думать о совместном будущем и так далее. Тогда вот приходит осознанность, что ты любишь человека. Ты еще в Астану поехал, помнишь, продавать машину? Да. Вот это было тогда. Да. Неделю ты там был. Неделю. Да. И вот постоянно вот так тянет. Когда мы встречались, ну как и сейчас, мы там 24/7, мы всегда были вместе. Да. Прям каждый день. Да, у нас на тот момент не было друзей. Да, мы вообще от всего мира просто Да. отвлеклись, от всего отказались, от всех, нам никто не нужен был. И мы примерно в таком состоянии с тобой где-то провели больше полугода, где-то год, да, мы ни с кем не общались, а потом начали запускать в свою жизнь других людей. Да. Ну это, да, это прям было прикольно. Да. күнде түсінемін ондай сезім сондай ғой әр сәттерде түсінесің оған дейін ең алғашқысы кезеңмен түсінесің айсберг па иә үйленбей тұрып маған қызық үйленбей тұрып қай кезде түсіндіңіз менің айтатын қыз үйленбей тұрып сен бір жыл сен айта бастадың ғой сол кезде сезімдерімді сол кезден бастап ішімде бір сондай сезім пайда болды ән жазып сондай как раз мен бол да жазыла бастады сондай бір сезімдер әр кезең өзінің мысалы үйленгеннен кейін де бүгін мен плейлистім сол ғой негізі ғашықпын бар үйленгеннен кейін сол бір бөлек кезең сол өмір сондай ғой деймін жаңа махаббатты ондай бір қашан түсіндің әлі де түсінемін деп ойлаймын мысалы әр өзінің уақыты бар бұл менің әндерімнен белгілі шығар балалық махаббат орта жасты махаббат деген сияқты болады ғой сол сияқты біз де есейіп жатырмыз біздің сезімде өзімізше әртүрлі көрінеді біз де бір бірімізге жаңаша ашыламыз әр жаста әр өзіміздің ішіміздегі сезімдеріміз бізге де әртүрлі ашылады күнге дейін ашылады бұйыртса. Полюбил ее с нашей первой встречи. До этого как бы это была влюбленность, когда я понял, что у нас одинаковые музыкальные вкусы и все такое. Но я подумал, ну не может быть все так идеально. Это мои слова. Вот. Это мои слова. Ты чё? Ну и когда я ее встретил, О, боже, мне вообще истерика сейчас будет. так оно и получилось. Что получилось?
Ну, я понял, что... нет, идеально может быть. Вот. И это любовь. Спасибо. С первого взгляда. Спасибо. С полу. Сливы. Чиназы. Сюда. Сюда.